Здравствуйте, мальчишки и девчонки, здравствуйте, уважаемые родители. В эфире программа «Бергаляп и Ряник», программа для тех, кто любит учить татарский язык. А учим мы его вместе с нашими гостями, давайте с ними познакомимся. Сегодня у нас в гостях семья Нигматуллиных, Илина и ее мама Рада. Здравствуйте. Здравствуйте. И семья Хамидуллиных, Рамина и ее мама Рузеля. Здравствуйте. Салям. Так как группа Кудрёный не ходит по гостям с пустыми руками, мы пришли к вам с подарком маленьким, сладким. Хотим, чтобы ваша жизнь была такая же сладкая, как этот тортик. Как видите, тут даже лейбл наш Кудрёный. Примите, пожалуйста, с удовольствием. Как я люблю сладкое, вы не представляете. Я обязательно поделюсь со всей нашей группой, и мы будем вместе пить вкусный чай и вспоминать, конечно, группу Кудрёный. Огромное вам спасибо. Ну что, давайте знакомиться с нашими героями поближе. Илина – целеустремленная, трудолюбивая и покладистая, молчаливая, рассудительная. С 2 лет рассказывала стихи и пела песни. Заниматься серьезно вокалом начала с 5 лет сольно. Является она 7-кратным лауреатом международных и всероссийских вокальных конкурсов. Приглашена на главную премию года «Артист-2018» в город Санкт-Петербург. Участница вокальной группы Кудрёный. Поет она под псевдонимом Тишуня. Назвали ее так, потому что она молчалива и не будет говорить, не подумав. Илина, скажи, ты действительно никогда не говоришь, не подумав? Да. Да, сначала подумала, а потом ответила. А расскажи, в будущем кем ты хочешь стать? Певицей. Певицей? А кто тебе больше нравится? Вот кто твой идеал певицы? Мария Поротикова. Ничего себе, какой хороший выбор. Илина, почему ваша группа называется Кудрёный? Потому что мы кудрявые. Кудрявые? Все в этой группе кудрявые? А сколько вас там человек? 6. 6. Вот смотри, ты Тишуня, есть гармоника. Кто еще есть? Знайка, Неваляша, Милика и Смеяна. И Смеяна. То есть у всех девчонок есть псевдонимы. Да. Рада, разделяете ее увлечение вокалом? Да. А не планировали отдать какую-то другую профессию, например? Нет. То Нет, есть- она заинтересована только вокалом, она поет, занимается параллельно еще английским. Ну, так особо времени нет. Вокал. Только вокал. А в кого она такая одаренная? Наверное, в папу. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Я вам желаю удачи. Давайте знакомиться с еще одной героиней нашей программы. Зовут ее Рамина, но выступает она под псевдонимом Гармоника. Ей всего 6 лет. Она ведет активную творческую и спортивную жизнь. С 3 лет занимается вокалом и с 4 лет фигурным катанием. Лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов. В свободное время любит гулять с друзьями. В Кудрёных ей отведена роль человека, который всех мирит. Увлекается развивающими книгами, любит сложные задания на логику и счет. Рамина, почему гармоника? Расскажи. Ну, я не знаю. Ну, раз ты всех любишь мирить, наверное, ты создаешь гармонию в Кудрёных, правильно? Ну, а в каких конкурсах вы уже принимали участие? Ну, в таковых конкурсах, как именно группа Кудрёный, мы не участвовали. Мы в основном принимаем участие на концертах. Мы выступали в Кремле. Группа создалась недавно, буквально в июле. Мы пришли в группу в августе. Вот, мы пока только развиваемся, мы сняли первый клип, мы пока только развиваемся, мы в процессе. Это очень здорово, как раз давайте посмотрим ваш клип. Внимание на экран. Давай накрутим пурим, чуть-чуть припудрим. У-у-у, носики давай, а мама скажет, моя ты радость. У-у-у, шепотом. Туфельки новые, смотрится здорово, прямо по-взрослому. Крашу старательно, губки обязательно, дело серьезное. Забуду про сладости, все это для внешности. Неправильно, даже вредно, но может совсем чуть-чуть, но может совсем чуть-чуть. Нечаянно. Я знаю, почему вы кудрявые, потому что каждое утро вот такие бигуди накручиваете себе на голову, правильно? Рамина, а кем ты в будущем хочешь стать? Фигуристкой. Фигуристка, а как же профессия певицы?
Или ты будешь первой в мире певица, которая катается на коньках? Нет. Кстати, это хорошая мысль. Представляешь, ты будешь самой первой, до тебя таких не было. И все потом будут подражать тебе и говорить, вот была такая Рамина, которая каталась на коньках и пела. Да. Да. То есть, поэтому я советую тебе подумать и желаю тебе удачи. Аплодисменты и спасибо огромное, что вы сегодня к нам пришли. Давайте начинать нашу программу. Тема сегодня «Магазин Кибет». Итак, в эфире первый тур. Правила его очень просты. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о словах, связанных с магазином. Ваша задача, уважаемая команда, эти слова отгадать. Вопросы мы будем задавать поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Готовы? Итак, Илина, начнем с твоей команды. Смотрим. В разных странах они бывают свои. Они могут быть зеленые, оранжевые, бумажные, железные. С ними расплачиваемся в магазине, на рынке. Есть разные валюты. Так, Илина. Деньги. Деньги. Молодец, вот это правильный ответ. Деньги по-татарски «акчан». Рамина, продолжаем с тобой. Он обычно ходит в магазин. Это которые ходят в магазин и что-нибудь набирают, всякую еду. Это такой человек, который приходит в магазин и что-то покупает. Я тоже он, и я люблю покупать игрушки. Люблю сама выбирать и расплачиваться за это. Так, Рамина. Покупатель. Уверена? То есть приходит, набирает еду, расплачивается. Это покупатель, да? Но что ты так огорчилась? Это правильный ответ, я тебя поздравляю. Покупатель по-татарски «сотебалуща». Я просто стараюсь вас немножко запутать. Илина, продолжаем с тобой, смотрим. Такие круглые, и наверху такая коробочка. Электронные и обычные бывают. У нас дома тоже есть. Это которые можно взвешивать на что-нибудь. Например, какой-нибудь вес тяжелый. Мы туда встаем и узнаем свой вес. Ну, тут, мне кажется, все просто. Весы. Весы. А ты пользуешься весами? Нет? Да. Да, молодец. Это правильный ответ. Весы по-татарски «ульщау». Рамина, готова? Смотрим. Обожаю туда ходить. Сладости продают, там всякие продукты там. Туда можно ходить, просто смотреть. Всякие там овощи. Там работает кассир, консультантник, там покупает еду. Итак, Рамина, где работает кассир, консультантник, и там можно купить еду? Магазин. Магазин. А как часто ты ходишь в магазин? И что ты там любишь покупать? Сладости. Молодец, я тебя поздравляю. Это правильный ответ. Магазин по-татарски «кибет». На очереди 5-й вопрос. Берем, девчонки, игрушки в руки. Сейчас ваша задача до конца досмотреть нашу объяснялку, размышлялку. Потом, кто первый нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Понятно? Готовы? Так, проверим. Работает. Ананасик работает? Яблочко работает? Все, внимание на экран. Постоянно предлагают, что сделать, помочь как. Это которые продает нам всякие сладости, фрукты там. Работает в магазине, и он нам говорит, где нам нужно идти нужную вещь. Итак, о чем же говорили наши дети? Илина была первой. Кассир. Кассир. Я принимаю этот ответ. Это неправильный ответ. Рамина, как думаешь ты? Продавщица. Продавщица, ну или продавец. Я принимаю этот ответ, и он правильный, молодец. Продавец сатуща. Вот так вот, никогда не знаешь, кто вырвется вперед. И пока впереди Рамина, ее мама, я вас поздравляю. Илина, не расстраивайся, еще 2 тура впереди, поэтому силы в руки и готовимся играть дальше. В эфире 2-й тур программы «Бергаляп Ираник», но прежде чем его начать, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Илина, как будет по-татарски «деньги»? Акшар. Акчан, дрес. Рамина, как будет по-татарски «весы»?
Ульщау. Именно так. Илина, как будет по-татарски покупатель? Соты получу. Соты получу. Умница. Рамина, как будет по-татарски магазин? Кибет. Есть. Илина, тебе слово продавец. Сатуши. Умница. Давайте начинать второй тур. Прямо сейчас на экране появится графическое обозначение тех слов, которые мы сегодня выучили. Ваша задача запомнить, где какое слово находится, в какой ячейке. У вас на это будет 15 секунд. Как только время выйдет, мы их закрываем цифрами. И вам нужно будет ответить на вопросы. Готовы? Рамина готова? 15 секунд. Смотрим на экран. Время пошло. Итак, время вышло. Рамина, начнем с тебя. В какой ячейке находится магазин Кибет? В первом. В первой ячейке, подсказывает мама. Давайте открывать первую ячейку. Нет, это, к сожалению, неправильный ответ. Илина, вопрос тебе. В какой ячейке находится продавец Сатуща? В четвертой. Уверена? Давайте открывать ячейку номер 4. Там продавец, я тебя поздравляю. Рамина, в какой ячейке находятся деньги? Окша. В шестой. Уверена? Угу. Давайте открывать ячейку номер 6. И это правильный ответ. Молодец. В какой ячейке находится покупатель, Илина? Покупатель. В третьей. В третьей. Давайте проверять. Молодец. Это правильный ответ. Итак, на очереди пятый вопрос. Берем игрушки в руки. Как только я задам вопрос, кто первым нажмет, тот и будет отвечать. Внимание, вопрос. Кроме первой ячейки, где еще находится Ульщау? Пятый. Илина первая нажала и сказала пятая ячейка. Давайте проверять. Там действительно находится Ульщау, весы. Я тебя поздравляю, ты большая молодец. С небольшим отрывом Илина и ее команда пока впереди, но все решит третий тур программы «Бергаляп Иряник». Это программа «Бергаляп Иряник». Давайте еще раз вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Я напомню, что тема сегодня – магазин, кибет. Итак, сегодня мы выучили следующие слова. Продавец – сатуща, покупатель – сатабалуща. Деньги – акша. Весы – ульщау. Давайте начинать наш третий тур. Он самый сложный, поэтому готовьтесь. Сейчас на экране будут появляться поочередно 3 картинки. 3 картинки в сумме дают одно слово, которое мы сегодня выучили. Если вы вдруг угадываете слово с первой картинки, то нажимаете на игрушку и отвечаете. Обязательно объясняйте, как эта картинка связана с нашим словом. Хорошо? Итак, внимание, первый вопрос. Как это связано? Дальше. Не знаю. Дальше. Давайте открывать вторую картинку. Так. Белка и топор. Мясо. Мясо? Так, хорошо. А как мясо связано с магазином и с теми словами, которые мы сегодня выучили? Ну, конечно, в магазине продают мясо, но это слово мы сегодня выучили. Я не могу принять этот вариант ответа. Рамина. Кибет. Кибет. Кибет мы учили сегодня с Мы вами. учили. Это ваш окончательный ответ? Я могу Да, его принять? Да. Я принимаю этот ответ. Давайте открывать третью картинку. Возможно, она внесет какую-то ясность. Покупатели, что ли? Давайте мы узнаем правильный ответ. Я думаю, что он уже стал ясен. Итак, это деньги. Как связаны были 3 слова? Белка – это тиен. Топор – это либо рубить деньги, и слово «рубль» произошло от «рубить». И на третьей картинке были изображены бурановские бабушки или бабки. Соответственно, это слово «деньги». Акша. Это был ваш неправильный ответ. Давайте переходить ко второй загадке. Я надеюсь, будет проще. Итак, что здесь мы видим? Цифры. Цифры. Есть какое-то предположение? Открываем дальше? Так, Илина. Весы. Весы. Почему весы? Потому что тут цифры. Потому что тут цифры. Так, это окончательный твой ответ? Я могу его принять? Нет. Нет?
Открываем дальше. Нажимай. Так, Рамина. Весы. Ульщау. Почему весы? Ну, звезды – это знак весов. Знак весов. Так, а цифры? Цифры – это тоже, соответственно, ульщау, весы. Да, я принимаю вариант ответа весы. Открываем третью картинку. Здесь что изображено? Это гири. Это гири. Весовые. И совершенно верно, это ответ весы. Ульщаю, я вас поздравляю, вы большие молодцы. Ну что, пора подвести итоги нашей игры. Я очень долго в голове считал, кто же победил, но так победителем и не выявил. Поэтому в сегодняшней игре побеждает дружба. Я вас поздравляю. Молодцы, девчонки. И, конечно, вам мы вручаем памятные подарки. Блокноты. Я надеюсь, туда вы будете записывать самые заветные секретики, чтобы никто не знал. Договорились? Туда вы будете записывать свои мечты, которые обязательно сбудутся. Я вас еще раз поздравляю с вашей победой. Ну а наша программа подходит к концу. На сегодня все. Пока-пока.